звонок, есть и черный кабинет, и ждет в столе патрон. А вы туда потом побежите? И туда потом побежим, представляете? Но моя супруга придет сегодня смотреть вас. Ей не достался билет на Сплинов? Ей, так скажем, достался билет на Чулпан Хаматова. Его достать оказалось мне сложнее. Мы готовы, да. Если вы не против. Интервью с вами – это очень непростая история. Если бы мы были с вами в другом веке, я бы сейчас вызвала вас на дуэли. Не обидно, когда говорят безголосый Элвин Грей? Да ради бога, пускай Ради бога. хоть что говорят. Чак-чак или чизкейк? О, чак-чак. Не за интервью спасибо, за ваше сердце. Чулпан Хаматова – это сегодня ведь не просто актриса, не просто человек, который ассоциируется с театром и кино, это еще Чулпан Хаматова, которая занимается благотворительностью и детьми. И скажите, пожалуйста, вы понимаете и чувствуете, что сегодня для публики существует две разных Чулпан Хаматовы? Две, мне кажется, их больше, их, наверное, 102 разных. Поэтому я думаю, что у кого-то я звезда, выходящая на красные дорожки, у кого-то я сидящая в больницах, у кого-то я там еще один какой-то персонаж. Я думаю, что это, к сожалению, особенно в сегодняшнем дне, для того, чтобы по-настоящему поговорить и понять человека, нужно вот так сидеть и разговаривать. А иначе у тебя будет 102 тысячи разных масок, и никто не узнает тебя настоящую. А вас огорчает этот факт, что у вас, возможно, в основном публика не знает настоящий? Он, конечно, меня огорчает, но у меня есть вот чудесная возможность выходить на сцену и общаться напрямую, и мне это очень нравится. Я очень долго отказывалась делать творческие вечера, потому что мне казалось, что это как-то нескромно, что ты выходишь один. Пока в какой-то момент я поняла, а я вообще-то хочу очень честно, искренне и откровенно поговорить со зрителями, которым я почему-то интересна. Я думаю, что они этого заслуживают. И мне хочется настоящего подлинного диалога, очень обычного, вот так вот, чтобы глаза в глаза. Если все-таки говорить про Чулпан Хаматову, которая работает на сцене, и Чулпан Хаматова, которая помогает детям, какая из этих двух Чулпан вам ближе? Слушайте, я, во-первых, не могу отодрать одну от другой, они уже переплетены так мощно, что творчество перетекает в благотворительность перетекает в творчество, и в благотворительном движении, в этом потоке огромное количество творческих задач, и начиная там от каких-то глобальных, заканчивая просто, например, сделать церемонию открытия игр победителей. И, конечно, это тоже включаются какие-то творческие импульсы и силы, и ты уже и актриса, и там какой-то полурежиссер, полудраматург, поэтому нет такой вот есть вот серая, очень сиротская направленная история под названием благотворительность, а есть какая-то совершенно противоположная актерская составляющая. Этого нет, это все перемешано, и это неотделимо друг от друга, поэтому... А было такое, что одно другому мешало? Например, вам приходилось отказываться от каких-то выгодных ролей, интересных ролей в пользу работы в фонде? Было. Это нормально для вас? Да, это же мой выбор, конечно. Нет, я совершенно не жалею. Я знаю, что вы неоднократно отвечали на этот вопрос, но не могу его не задать. Чулпан Хаматова, молодая, успешная актриса, которая не из Москвы, очень успешная, такая карьера, хэппи-история. И вдруг в определенный момент, помимо кино, помимо телевидения, помимо творчества, в вашей жизни появляется благотворительность. Как вы к этому пришли? Почему вдруг неожиданно вот так из актрисы, красивой, молодой, успешной, вы стали еще человеком, который олицетворяет вот эту благотворительную деятельность во многом? Вы знаете, я очень счастливый человек, потому что у меня была возможность, подаренная возможность уникальными людьми, врачами, посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Эти люди, с которыми я познакомилась, фантастические врачи, которых, может быть, и не было, или было очень мало в нашей стране, они относились к пациенту как к равновеликому человеку. И к семье пациента они относились с сочувствием, с милосердием и с неравнодушием, чего я, честно говоря, редко встречала в такой советской и постсоветской медицине. Вот это вот подлинное соучастие. И так просто сложилось, что именно врачи попросили меня помочь провести один концерт. И после концерта вдруг я увидела, как расстроены были врачи, и начала с ними разговаривать, и вообще у меня открылся совершенно другой мир. И я поняла, что как же так? Вот есть люди, которые
знают, что они могут изменить эту действительность, они знают, что у них есть все ресурсы для этого, у них есть талант, у них есть образование, у них есть способности. Дети могли бы жить, но они не живут и погибают по такой страшнейшей пошлой причине, как отсутствие денег. И я поняла, что, наверное, невозможно пройти мимо этого, и нужно как-то постараться изменить эту ситуацию. А потом, когда я начала стараться менять ситуацию и увидела, какое количество людей готовы менять ситуацию, вдруг стало очевидно, что все в наших руках, что нет никаких преград, что если ты хочешь ее изменить, ты ее берешь и меняешь. Я хотел как раз-таки задать вопрос про медицину. Вы верите в то, что когда-нибудь мы не будем отправлять наших детей лечиться в Германию или в Израиль, а люди оттуда будут приезжать к нам? Ну, вот этот оазис, в котором я нахожусь, общая и дружа уже очень близко с врачами, которые меня подтолкнули к такому резкому изменению моей жизни, этот микрокосмос, эта маленькая страна в отдельно взятой стране России, конечно, доказывает, что да, это возможно. И в советской медицине, безусловно, были светилы и уникальные личности. Но такие личности нужно поддерживать системно. Наверное, какие-то первоначальные импульсы – это все-таки помогать людям, а не поворачиваться к ним спиной. Вот если мы научимся это охранять и делать условия такие, чтобы этот трепет, этот огонь не гасился, то, конечно, у нас есть все возможности. Когда мы это научимся, я не могу вам ответить. Ну, вы верите в это? Я верю, потому что у меня есть доказательства уникальных, сумасшедших врачей. А вы верите, что это будет при нашей жизни? При нашей? Все может быть. Допускаю. При том течении обстоятельств, которые складываются сегодня, не очень в это верится. Но все может измениться. Мы этого не знаем. Вы помогаете детям, которые больны онкологией, помогаете их родителям. Онкология – это вообще страшная история. Намного страшнее, когда мы говорим о детской онкологии. Но не кажется ли вам, что может быть страшнее даже не сама болезнь, а то, что сегодня для того, чтобы спасать этих детишек, нужно, чтобы кто-то организовывал фонды благотворительные, собирал деньги, пробивался в высокие кабинеты к начальникам для того, чтобы они узнали там, что, оказывается, есть проблемы, нормы, законы. Вот что вам кажется страшнее? То, что у нас сегодня есть такая проблема, как детская онкология, или то, что мы, к сожалению, государство и общество, нашим детям помочь зачастую, к сожалению, не в силах? Давайте разделим это понятие «помочь не в силах». Иногда современная медицина помочь не в силах. И это неизбежный факт, мы ничего не можем с этим сделать. Можем только ждать, когда откроются какие-то новые методы лечения или новые лекарства. Помочь не в силах при ситуации, когда современная медицина может помочь ребенку, я бы вообще не рассматривала. Это такая трусость, это такое отступление и шаг назад. И просто сказать, мы помочь не в силах. У нас вот такие чиновники, или там, у нас вот такое равнодушное общество. Нет, мы в силах помочь. Это стоит только захотеть. Если каждый человек в какую-то секунду поймет, что рано или поздно и его коснется горе, если он просто поставит себя на место страдающего человека, просто задумается на секунду, и поймет, что, да, что бы я мог сейчас сделать, чтобы сейчас изменить эту ситуацию? А как бы я мог помочь изменить ситуацию, чтобы дети не умирали только лишь потому, что у их семей нет денег? Не должен ли я сейчас там перевести какую-то небольшую сумму, прийти сдать кровь в больницу, стать волонтером, прийти к ребятам, к детям, у которых все-таки детство такое, какое оно есть, его никто не отменял. И даже когда ребенок болеет, он все равно остается ребенком, и это должна быть его жизнь. То уже не будет такого, что мы не можем им помочь. Нет, мы можем помочь. Просто мы все время куда-то оглядываемся и думаем, вот это должен дядя богатый сделать, или это должен сделать дядя, который принимает законы. Но это же не моя прерогатива, я что? Я ничто. Что я могу изменить? Вот пусть они там и решают. Пока мы так будем думать, ничего не поменяется. Как только мы со всех дядь и теть снимем ответственность и скажем нет, а я попробую, я возьму и сделаю первый шаг.
И все, я вас уверяю. У нас вообще очень ужасно, очень добрые люди в стране. Про как раз отзывчивость людей и их доброту. Есть разные мнения, полярные мнения. Сегодня культивируют в том числе и мнение о том, что для вот этих богатых дядь, о которых вы говорите, благотворительность – это во многом пиар и хайп. Согласны ли вы с этим? Встречались ли вы с такими случаями? Потому что иногда к нам приходят люди, которые занимаются благотворительностью, они платят деньги, например, там, детский фонд на лечение детей, и они готовы заплатить деньги нам за то, чтобы мы об этом рассказали всем. Люди выставляют на показ свое доброе, как им кажется, дело. Я это не понимаю, я это не принимаю. Это ненормально. Сталкивались ли вы с этим? Потому что у вас опыт общения значительно больше с такими людьми. Ну, по поводу хайпа, я могу сейчас вот такую табличку на себя нацепить и с ней сидеть, потому что я как раз постоянно, раньше очень часто, сейчас менее часто, но все равно слышу эту претензию к самой себе. Поэтому у каждого какие-то свои мотивы. Нельзя вот так взять, всех замазать одной краской и сказать, нет, это они для саморекламы делают. Я знаю очень много богатых людей, которые ни при каких обстоятельствах никогда не готовы открывать свое имя. Именно потому что боятся, что их сразу же начнут обвинять в пиаре. И поэтому говорят, нет, не надо, у нас и так много проблем, и вот это вот еще оправдываться перед людьми. А я им пытаюсь объяснить, нет, чем больше людей будет помогать открыто, тем это быстрее станет нормой, и в этом и не нужно будет этим гордиться, это просто будет норма. На самом деле, те люди, которые приходят к вам, они просто не очень еще разбираются в системе взаимоотношений благотворительных фондов и так называемых доноров, да, жертвователей. На самом деле, это неотъемлемая часть, она очень важная, и она двигает процесс благотворительности вперед, потому что та компания или тот человек, тот бизнесмен, который хочет помогать, для него должно быть важно, по идее, что он занимается социально активным бизнесом. Просто это не должно быть так исковеркано, как вы мне сейчас рассказали. Он не должен предлагать вам деньги, да? Это должно как-то за счет объема помощи, качества помощи, длительности этой помощи постепенно, иногда на это требуется много времени, иногда меньше времени, но постепенно раскрываться с другой стороны. И пока, то есть этот пиар, который он хочет получить, он его получит в любом случае, хотя бы даже со стороны фонда. Почему фонду и донору важно общаться? Потому что мы можем дать вам пиар, мы можем вам сказать спасибо, и вам не нужно будет тратиться и предлагать деньги журналистам. Последний вопрос на эту тему про благотворительность. Было ли когда-нибудь такое, что вы говорили себе, все, стоп, баста, хватит, дальше больше Каждый я день. не могу, правда? А что дает вам силы забывать об этих решениях, про стоп, баста и хватит? Нет, я шучу, конечно, не каждый день, но достаточно часто, потому что это серьезная работа, большая работа, она требует огромного какой-то временной отдачи. Это, естественно, безвозмездная работа, а безвозмездную работу, которая требует столько отдачи, иногда в тот момент, когда ты понимаешь, что ты мог бы в это время заработать деньги своей собственной профессии, иногда приходится класть на весы и вот так вот все-таки выуживать какие-то сознательно, волево осмысление, почему ты все-таки сейчас выбираешь благотворительность, а не свою непосредственно профессию. Что мной двигает? Во-первых, люди, мои друзья, мои коллеги. Это, наверное, самый близкий поддерживающий круг. Если говорить глобально, то, конечно же, это спасенные жизни. Это дружба с семьями спасенных детей. Я могу сказать, я не помню, год или два назад, вот здесь, на этой сцене, у меня был спектакль. И после спектакля ко мне в закулису пришел мальчик, у которого был очень сложный диагноз, на которого мы собирали деньги. Я даже не очень могла с ним общаться в больнице, потому что мне было сложно. Я знала, какой у него диагноз, и я знала, что очень-очень мало шансов, но шансы есть, и мы должны за него побороться, и мы должны сделать все возможное, чтобы этот шанс был использован. Потом прошло время, и когда я его увидела, он дарил мне цветы. Он победил болезнь. Я расплакалась сразу, потому что я не знала, что с ним происходит. Может быть, даже я боялась спросить, что с ним в итоге стало, выжил он или не выжил. И когда он подарил мне эти цветы, и у меня как у клоуна просто хлынули слезы, потом он пришел в гримерку со своей мамой. Ну, это физиологическое
ощущение счастья. Это вот такое тело, физическое тело, вроде бы чувственного понятия, как счастье. И, конечно, это двигает, поднимает, ты соскребываешь себя с пола, опять вырастают крылья, и ты идешь вперед. Но это все тяжело. Как вы расслабляетесь? Это тяжело, но это вы можете представить, какая это Я отдача? понимаю, да, я понимаю. Вот сейчас рассказывать эту историю мне самому... Как я расслабляюсь? У вас есть место силы? Место силы. Вот ваше место силы. Семья, мои дети. Неважно где. Неважно где. Вы однажды рассказывали историю про то, что чувствуете, что вы родились в Ирландии. Удивительная история. Я очень люблю Ирландию, но доехать до нее у меня нет времени. Наверное, теоретически это мое место силы. Если бы у меня была возможность телепортации, я бы туда, там, ну не знаю. Утром на завтрак. Утром на завтрак, да. Угу. Сегодня я впервые прочитал стихотворение Юрия Ильяновича Шевчука, которое называется «ЧХ» Чулпан Хаматова. Честно признаюсь вам, не знал об этом стихотворении, мне мой друг его подсказал. И он сказал, что Шевчук далеко не лучший поэт современности, но это вот строки про Чулпана — это настоящая поэзия, потому что в этих стихах есть сердце. Если бы мы были с вами в другом веке, я бы сейчас вызвала вас на дуэль за слова, что Шевчук не лучший поэт. Но я не утверждаю это, хотя, наверное, во многом соглашусь со своим другом. Я безумно уважаю Юрия Ильяновича, я безумно уважаю его творчество и люблю. Вот. Но это творчество, оно может как нравиться, может как не нравиться. Я к чему? Вот Шевчук — это наш земляк, это наша гордость, это наша рок-гордость, человек, который, как мне кажется, лучше свои песни написал здесь, в Уфе, перед тем, как переехал в Питер. Земфира, наша землячка. Я считаю, что лучшие песни Земфиры, мои тоже любимые, тоже были написаны здесь. Вы слушаете их музыку? Конечно. И того, и другого? Конечно, я очень люблю Юру. Я не просто люблю Юру. Юра для меня камертон. Это мой ближайший друг. Я не знаю, если вы мне скажете, дай руку, сейчас отрежем тебе, я сразу скажу, на, режьте за Юру. За него? За него, да. Я не буду сейчас говорить, что это совесть поколения, хотя это так, это голос и совесть поколения. Для меня Юра Шевчук, в отличие от рядом сидящего, высочайшего просто уровня и поэт, и личность. И я люблю Земфиру, и я слушаю ее песни. Да, наверное, я не так с ней близка, как близка с Юрой Шевчуком, но я могу сказать, вы такие молодцы здесь в Уфе вообще. Мы стараемся. Что дарите нам. Слушайте, таких людей. Я не с точки зрения оправдания, Шевчук, безусловно, гениален. Я вот на этом закончу. Про Юрия Ильяновича. Согласны ли вы с тем, что сегодня рока в стране не осталось? Зато есть рэп. Вот, слушайте, я тут совершенно случайно прочитал... Еще один ваш герой, уфимский. Вы знаете Фейса? Конечно. Вы слушаете Фейса? Ну, я не могу сказать, что я слушаю Фейса, но я знаю его. Но это же грубость, это мат. Как Чулпан Хаматова, которую многие называют иконой, может слушать такие вещи? Потому что это средство самозащиты, и это очень в нем сквозит. Ну, по крайней мере, я так это считываю. Да, у меня тоже волосы встают дыбом, когда я там... Но это такая маска, это такие, я не знаю, такая автоматная очередь по всему миру вокруг в протесте от всего того, что происходит вокруг. Ну, вот сейчас, там сколько, 20 лет ему, да? Я не могу сказать, что я слушаю его песни, не знаю, там, за завтраком, за обедом и в наушниках постоянно, но мне очень импонирует какая-то безудержная смелость, такая анархическая. Дух бунтарства и протеста. Ну, и это тоже, безусловно, конечно, это в нем очень проявляется, да. Вы совершенно недавно, абсолютно недавно в Инстаграме рассказали историю про то, как однажды вас директор школы отчитывала за ваш внешний вид, достаточно фривольный в ее понимании. Вы с тюрбаном на голове, как вы выразились, слушали ее... Это была поддержка по сбору денег для фильма Александра Ханта. Да. Угу. И вы сказали, что вашей реакцией был, мне кажется, достаточно издевательский к Никсон. И после этого... Вообще, он был вызван, там порезали, на самом деле он был вызван тем, что я не могла кричать в ответ.
Я не могла просто уйти. Я должна была как-то закончить разговор, вежливо, как мне казалось. И почему-то мне казалось, что Книксон это именно все и поставит на свои места, что в этом будет уважение к ее возрасту, и, тем не менее, покажет, что разговор окончен. После этого она сообщила вашим родителям, что беспокоится о вашем психическом здоровье и посоветовала обратиться в какое-нибудь психоневрологическое медицинское учреждение. Что бы вы сегодня сказали своим дочерям, у которых тоже, по большому счету, возраст примерно такой же, если бы они оказались на вашем месте? Я им всегда говорю, я на вашей стороне. Но только вы должны стараться. Я никогда не буду на вашей стороне, если я буду понимать, что вы ленитесь и вообще ничего не делаете. Но если вы стараетесь, погружаетесь в материал, имеете свою точку зрения и готовы ее отстаивать, я всегда буду на вашей стороне. Вас нередко критикуют те люди, которые считают, что человек с гражданской позицией не может идти на компромисс с властью и с институтами власти. Ой, да, они правы, они молодцы. Они никогда, правда, не были в моей ситуации. Теоретически они, конечно, правы. А вы умеете прощать тех людей, кто сделал вам, совершил плохой поступок и сделал вам больно? Потому что вас Шевчук назвал однажды святой, а святые люди не должны хранить в сердце обиду. Вот, я и не храню. Умеете прощать? Нет, конечно. Нет, я не храню не потому, что я такая добрая, я не храню, потому что это очень затратно самой себе, потому что злость, она разъедает твою природу и обида, и тянет тебя назад, а я хочу двигаться вперед. Я забываю таких людей, и очень часто я забываю вообще напрочь. И потом, когда этот человек там встречается, я могу с ним поздороваться, спросить, как дела. Мне кто-то потом может толкнуть в бок и сказать: послушай, это же вот этот и вот этот. И я говорю: да вы что? Да, но это, может быть, говорит о том, что я не очень умна, но мне это нравится. Мне в том, что я не очень умна, комфортно. Вы самокритичны. Я легко забываю, легко прощаю, и как-то и мне самой легко жить. Не могу про творчество не поговорить, вы все-таки народный артист Российской Федерации. Один вопрос, буквально один вопрос. Как только вышла в свет книга Гузель Яхиной, я еще даже не прочитал, но увидел, какая история успеха началась. Я почему-то сразу подумал, что по этой книге снимут кино. И нисколько не сомневался, что главную роль в этом фильме сыграете вы. В принципе, так и случилось. Для вас роль татарской женщины, которая испытала, что такое ад и что такое любовь в аду, это очередная роль или чуть больше, чем просто роль? Это чуть больше, потому что у меня оба прадеда были раскулачены. У меня есть даже родная тетя, которую звали Зулейха, и она тоже была раскулачена. И то, что Гузель мне вернула, в общем, какое-то мое такое детство, связанное с татарской культурой, как меня родители там на несколько дней привозили в деревню к каким-то родственникам. Это вот эти все фрагменты, они как-то сошлись в этой книге очень трепетно. И, конечно, это больше, чем просто роли. Я даже волнуюсь, что я за вот этим личностным отношением могу упустить какие-то актерские свои проявления в эту сторону. Но вы себя отождествляете с татарской культурой? Точно знаю глубину, то, что я татарка, и это все равно где-то там в ДНК у меня заложено, и я это очень чувствую. Я знаю, как я отношусь к семье, и это не потому, что там меня воспитывали ремнем в семье и заставляли относиться так к семье, к родственникам. Нет, это то, что происходит помимо меня. Мне важно, чтобы семья была рядом. И это не только маленькая моя семья, это бабушки, дедушки, тети, дяди. Позвольте в завершении небольшой маленький короткий блиц. Можно? Ой, я их боюсь. Да, да нет, он не страшный. Отвечать Он умно не страшный. и быстро. Нет, не страшный. Так. Хорошо. Кино или театр? Театр. Книги или кино? Книги. Казань Иногда или... кино. Казань или Москва? Смотря для чего. Сложный ответ, не могу сказать. Москва или Питер? Питер. ДДТ или Диана Арбенина? Эй, слушайте. Ну так все-таки. Нет, это я точно не могу ответить. Русский рэп или русский моих рок? друга, вы что? Русский рэп? Рок. Рок. Конечно, я же старушка. Чехов или Достоевский? Жизнь – это выбор, Чулпан. Нет, что вы, она вот это не такая, это не вилка Хорошо, электрическая. договорились, что Чехов и Достоевский оба велики. Да. Стихи или проза? Стихи скорее. Когда вы последний раз заходили на страницу свою в социальных сетях? Сегодня.
Любимый мультфильм и мультперсонаж? Ой, это мультики, это вообще моя слабость. Мне кажется, из всех искусств. Если бы вы сказали книги, кино или мультфильмы, тогда я бы точно выбрала мультфильмы. Ну, конечно, это ежик из мультика Юрия Борисовича Нарштейна, который в тумане. Который в тумане. Лошадка и ежик. Ради чего вы можете поступить своими принципами? Принципами? Ну, ради чужой жизни, наверное, или ради жизни близкого человека. Вера в Бога или вера в себя? Вера в себя. Последний вопрос. Когда вы последний раз плакали? А плакала? А вот сейчас стихи повторяла и плакала. Спасибо вам. Не за интервью спасибо, за ваше сердце. Интервью с вами – это очень непростая история. Если бы мы были с вами в другом веке, я бы сейчас вызвала вас на дуэли. Не обидно, когда говорят безголосый Элвин Грей? Да ради бога, пускай Ради бога. хоть что говорят. Чак-чак или чизкейк? О, чак-чак. Не за интервью спасибо, за ваше сердце.